Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана поздравил участников международного кинофестиваля «Горкут-Ата». В Ашхабаде обсудили защиту критически важной энергетической инфраструктуры. Туркменские борцы завоевали 4 медали на турнире «Пояс и путь» в Китае и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил участников и гостей международного кинофестиваля «Горкут-Ата». Глава государства отметил, что Туркменистан активно развивает дружественные связи с другими странами, уделяя особое внимание культуре и искусству как мостам дружбы. Основная цель фестиваля – продвижение сотрудничества в области кинематографии и развития киноискусства среди тюркских народов. В Ашхабаде прошло двухдневное международное совещание на уровне экспертов, посвященное защите критически важной энергетической инфраструктуры от террористических атак. Участники мероприятия обсудили угрозы энергетической инфраструктуре и обменялись передовым опытом в этой области. Особое внимание было уделено усилению международного взаимодействия и координации усилий для обеспечения надежности и стабильности трансграничных поставок энергетических ресурсов. Индия планирует углубить партнерство с Туркменистаном в сферах информационных технологий, медицины, фармацевтики и здравоохранения в 2025 году. Особое внимание будет уделено развитию IT-направления, где Индия является признанным лидером. Также индийские компании намерены принять участие в создании медицинского кластера в городе Аркадак. Об этом посол Индии в Ашхабаде Мадхумита Хазарика Бхагат сообщила журналистам на мероприятии в индийском посольстве, посвященном церемонии запуска сайта для индийской диаспоры в честь национального праздника Праваси Бхаратия Дивас, который ежегодно отмечается 9 января. С начала 2024 года около 2000 туристов из Туркменистана посетили Малайзию, что стало возможным благодаря открытию прямых рейсов между странами. Этот факт был озвучен на обучающем семинаре Discover Malaysia Networking Seminar, прошедшем в Ашхабаде. Мероприятие, организованное Министерством культуры Туркменистана и посольством Малайзии, собрало представителей около 40 туристических компаний Туркменистана, а также представителей Туркмен Ховайоллары и Fly Dubai. Участники обсудили возможности сотрудничества и обменялись опытом в сфере туризма. Посольство Италии в Туркменистане с 18 по 22 ноября проведет ряд гастрономических мероприятий, знаменующих собой 9-ю неделю итальянской кухни, которая будет проходить по всему миру на тему «Кухня истоков». В Ашхабад с особой миссией прибудут известные итальянские шеф-повара, которые проведут эксклюзивные мастер-классы для профессиональных поваров Туркменистана. В ходе мастер-классов местным поварам будет предоставлена уникальная возможность углубиться в тонкости итальянской кухни. Мировой рекорд в экстремальном спорте был установлен немецкими слэклайнерами Фриди Кюне и Лукасом Ирмлером, которые совершили невероятный проход по канату между воздушными шарами на головокружительной высоте 2500 метров. Это достижение превзошло предыдущий рекорд 2021 года, установленный в Бразилии на высоте 1900 метров. В Китае набирает популярность необычный молодежный тренд – ночные веломарафоны за пельменями Танбао. Движение, начавшееся с поездки 4 студентов, превратилось в масштабный социальный феномен. История началась летом, когда группа учащихся из университета Чжэнчжоу совершила 50-километровый велопробег в древний город Кайфэн ради дегустации знаменитых паровых пельменей с бульоном. Поделившись впечатлениями в социальных сетях под хэштегом «Молодость бесценна», ночная поездка в Кайфэн – это и есть она. Они вдохновили тысячи последователей. Туркменские борцы вольного стиля завоевали 4 медали на международном турнире «Пояс и путь», который завершился в Сиане. В копилке сборной Туркменистана 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые награды. Золотую медаль в весовой категории до 86 килограммов завоевал Давлет Оразгалыджов. Серебряная награда досталась Зия Мухаммеду Сапарову, а бронзовыми призерами стали Перман Хомадов и Шатлык Хемеляев. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.